Добрый день, уважаемые пользователи сети, портала OneClick. Сегодня на сервисе отчетных должностных лиц выступаю я, Михайлов Георгий, заместитель главы, руководитель аппарата окружной администрации города Якутска. В мои полномочия входит курирование вопросов по внедрению информационных технологий на территории городского округа город Якутск, курирование вопросов кадровой политики, внешних межрегиональных связей, связи с общественностью. Кроме этого, взаимодействие с правоохранительными органами, ну и, само собой, основная работа – это организация работы аппарата окружной администрации. Основным из направлений, которые мы с 2012 года по поручению Александра Сергеевича Николаева, главы города, начали делать, это взаимодействие с жителями города Якутска. Так у нас очень активно проходят мероприятия в части организации единых информационных дней. Если посмотреть статистику, то с 2014 года у нас приняло участие свыше 12 тысяч населения в наших единых информационных днях. Конечно, мы долго экспериментировали, проводили работы в части правильной организации проведения данных единых информационных дней. И все-таки одним из основных важных ключевых моментов мы считаем, что мы добились того, что мы начали выходить именно на учреждения и встречаться с нашими жителями, сотрудниками предприятий. Мы договариваемся с руководством и каждую пятницу месяца, последнюю пятницу месяца мы проводим данные встречи. Повторю, что 12 тысяч человек, свыше 12 тысяч человек была организована встреча, и поступило около 5 тысяч вопросов, и на 4500 было отвечено сразу на месте, разъяснено, потому что там принимают участие все ответственные сотрудники окружной администрации. Конечно, основная масса вопросов в первые годы поступала в части вопросов благоустройства. Сейчас превалируют вопросы, конечно, по переселению и вопросы по устройству детей в детские садики, в школьные учреждения и, конечно, земельные вопросы, которые тоже имеют основной интерес у наших жителей. Около 500 вопросов мы получили письменные, и через сотрудников окружной администрации тоже направили ответы. Получается так, что в некоторых наших группах рабочих, которые создаются при проведении информационных дней, у нас нет возможности закрыть все точки, потому что у нас мероприятия проводятся во всех административных территориях. Наверное, вы все прекрасно знаете, что их у нас 15, 8 управ на территории города и 7 пригородных администраций. И вот с этого года, тоже по поручению главы города, мы начали проводить отчетность должностных лиц в таком формате, подключая соцсети. Думаю, что результат очень хороший, потому что как только мы начинали 2 года назад, мы размещали текстовые документы на портале OneClick, которые не пользовались популярностью, потом добавили фотографии, которые тоже не добавили популярности, и сейчас через соцсети у нас популярность очень растет, хорошая, одновременно через разные соцсети, ВКонтакте, Facebook, через портал OneClick, через YouTube могут смотреть. Статистика показывает, около 1000 человек пользователей одновременно. Это, думаю, что очень хороший результат. Здесь мы добиваемся того, чтобы все наши сотрудники окружной администрации, начиная от начальников отдела, заканчивая заместителями главы, выступали именно перед такой аудиторией, чтобы разъяснить о характере своей работы. Это такой первый опыт на территории Российской Федерации. Думаю, что он будет дальше практиковаться у нас в других городах, потому что интерес очень
хороший со стороны Всероссийского совета местного самоуправления, который очень хорошо отзывается о данном проекте. Ну и традиционные у нас приемы, которые мы проводим в структурах, заместитель главы, который проводит у нас приемные дни каждый понедельник с 5 часов, мы принимаем население. Записаться можно через наших помощников или приемные, которые телефон размещены у нас на сайте OneClick, на сайте Якутск.рф. Ко мне можно записаться по номеру 40 88 11. Так, ну и сейчас у нас большая работа проводится в рамках внедрения информационных технологий. Последний продукт, который мы сделали, это вопросы геопортала. Конечно, он далек пока от совершенства. Первый раз мы сделали его 2 года назад, потом получили большую критику со стороны мэра города, потому что портал он был сделан в основном для работы сотрудников самой окружной администрации. Мы соединили все ресурсы, сервисы, которые у нас в градостроительной сфере, земельных отношениях. И, конечно, было простому обывателю сложно. И сейчас вот с декабря прошлого года мы внедрили второй этап, попытались все-таки сделать удобным для населения, на котором можно посмотреть все документы, по которым работают наши специалисты, и заранее, не стоя в очереди, не записываясь на прием, можно уже самим посмотреть. Но, конечно, мы его дорабатываем. В этом году мы планируем его сделать еще более удобным. Конечно, хотелось бы еще больше информации, но думаю, что поэтапно мы уже сделаем его очень таким доступным, простым ресурсом, который будет пользоваться тоже большой популярностью. У нас сейчас через интернет-издание проходит его популяризация, поэтому можете посмотреть. Он находится по адресу map.ek. Всемирный день электросвязи и информатизации. Мы сейчас вплотную занимаемся, помогаем, разъясняем населению возможности предоставления муниципальных государственных услуг в электронном виде. Большая благодарность сотрудникам многофункционального центра, которые нам в этом тоже помогают. И 15-17 мая мы провели обучающие семинары в наших пригородных территориях, потому что еще в городе можно как-то воспользоваться, не тратя билеты на автобусы, а вот в пригороде, конечно, достаточно сложно. Семинары вызвали большой интерес у населения. Мы с помощью сотрудников МФЦ организовали регистрацию на портале госуслуг. Люди получили логины, пароли. Сейчас можно уже выходить пользоваться в электронном виде данным видом услуг. Кроме этого, у нас в области информационных технологий сейчас идет подготовка к СЭХу. У нас СЭХ Тюймады с каждым годом собирает все больше и больше населения. СЭХ состоится 24-25 июня. И для того, чтобы удобно было, благодаря компании Тугис у нас основные тюсюльга и места проведения культурно-массовых мероприятий будут обозначены на программном продукте Тугис. И кроме этого мы проводим работы по подключению оптики на Юсхатыме, что позволит нам более широко освещать проводимые мероприятия. Конечно, интерес очень большой со стороны не только жителей республики, но и извне нашей республики, из зарубежных стран. С каждым годом все гостей больше и больше к нам приезжает. И те самые массовые мероприятия, это
в центре Кумыс-Якутия, который проходит церемония открытия. В этом году будут, кроме этого, большие мероприятия, очень зрелищные мероприятия Игры Тыгына. Если вы помните, то 2 года назад все желающие могли принять участие, которые записывались и состязались около 26-30 спортсменов наших, якутских ботуров, и все-таки время растягивалось. И с 2015 года мы приняли решение, что будем проводить отборочные игры, по результатам которых будут проходить 12 лучших спортсменов, которые практически все равны по силе, и вопросы будут, конечно, состязания будут очень зрелищные. Кроме этого, по гостям у нас уже на Сэх Туймаде приезжают 2 делегации из Китая, наших городов побратимов, делегация из города побратима, корейского города побратима Чангун. Кроме этого, приезжает делегация, еще одна из делегаций из одного корейского города. Все большие крупные республиканские городские мероприятия приурачивают именно к дням проведения Сэха Туймады, для того, чтобы показать нашим гостям нашу самобытную культуру народа, единение народа, потому что праздник Исэх уже давно стал общегородским праздником, и все население практически города Якутска будет принимать. Конечно, есть вопросы по транспортной доступности. Для того, чтобы сделать это таким общедоступным праздником, все вопросы, конечно, это насчет расширения дороги, но, к сожалению, планы такие есть, но в ближайшие 2 года их не будет. Так мы, окружная администрация, со своих планов это не снимаем. Кроме этого, во время Сэха Туймады у нас организуется по инициативе общественных организаций установление рекорда Гиннесса. У нас окружная администрация на проведение данного мероприятия никаких финансовых ресурсов не тратит. Мы помогаем именно инициаторам информационной поддержкой, ну и организационной поддержкой. Организационная поддержка это выражается в договоренностях с трудовыми коллективами, организации самого мероприятия, потому что собрать такое количество людей и организовать такое установление рекорда достаточно сложно, потому что при установке рекорда Гиннесса по одновременному танцу Асохой было привлечено очень много сил. Конечно, опыт проведения есть. Думаю, что при такой организации, которая у нас есть, мы в этом году тоже все очень хорошо проведем. Кроме этого, у нас в области международных связей сейчас идет подготовка к участию в Харбинской 4-й российско-китайском экспо в Харбине. Харбин является городом побратимом. Ну, из-за таких финансовых сложностей мы, как обычно, большую экспозицию не будем делать. Мы планируем отправить делегацию. Конечно, делегация, мы уже почувствовали тот результат, благодаря которым наши якутские предприниматели уже имеют постоянных китайских партнеров. У нас наши якутские продукты, которые мы вывозим через в Экспо, они пользуются бешеной популярностью. Допустим, в прошлом году Сахабулт ездил, и продукция, которую они вывезли, была выкуплена в первый же день, в первые же часы, и китайские партнеры сидели, сторожили именно, чтобы Сахабулт никому больше не продал. И думаю, что благодаря таким выставкам устанавливаются деловые контакты, и у нас наше предприятие находит больше партнеров, рынок сбыта у них увеличивается. Ну и, конечно, все это ведет к тому, что у наших предприятий будет больше покупателей. И о нашем якутском товаре будут знать не только у нас, но и практически в самой большой многолюдной стране, в Китае.
Кроме этого, у нас планируется отметить десятилетие подписания соглашения с городом Харбином об акимстве. Конечно, руководство Харбина уделяет данному мероприятию очень большое, серьезное внимание. Там постоянно действующая рабочая группа создана уже в Харбине, в мэрии города Харбина, в которой мы постоянно отрабатываем все интересующие вопросы. Ну, кроме этого, мы готовимся к таким большим крупным мероприятиям, которые пройдут уже в течение года. Это уже День города. Мы все знаем, что в этом году юбилейный год, 385 лет нашему любимому городу. И вопросы, конечно, организации тоже требуют пристального и повседневного внимания. Также проводится уже организационная работа нашему уже традиционному фестивалю. Зима начинается с Якутии. Уже интерес пошел по всей России. Уже сейчас к нам поступают вопросы в части участия, в части формата участия делегаций со стороны иностранных государств и городов Российской Федерации. Так, ну и в рамках проведения мероприятий и по юбилейному городу, вот у нас я возглавляю направление Якутский юбилейный. Работы, конечно, достаточно много. Конечно, самое это то, что животрепещущее. Мы хотели бы это осветить нашу телевышку световым оформлением. Идея витает давно, но, к сожалению, мы сейчас пока не нашли приемлемые форматы освещения. Если у пользователей будут предложения, прошу через сбор идей OneClick скинуть ваши предложения, мы их изучим и попытаемся их реализовать. Конечно, это был бы хороший подарок. Кроме этого, мы в рамках направления Якутский юбилейный, вот вы, наверное, смотрите, что отмечаем наших горожан, связанных с цифрой 385. Это 385-я пара в феврале. Вот в этом месяце мы две даты отметили. Это 385-й посетитель музея, потом 385-й читатель городской библиотеки, который оформил формуляр. Конечно, они все, посетитель библиотеки и посетитель музея, они были в начале года, но мы будем ежемесячно уже проводить наши мероприятия в части, связанных с цифрой 385 лет. Мы вручаем статуэтку и памятные призы, и, конечно, население очень всегда говорят о том, что у вас все подстроено. Конечно, такого нету. Мы все делаем в этом отношении все честно. Поэтому, если есть какие-то предложения, тоже прошу скидывать на адрес окружной администрации, электронной почты или на портал OneClick. Кроме этого, у нас у муниципальных служащих сейчас в части кадровой работы начался конкурс инновационной активности. Мы уже проводим второй раз. Это большая такая работа, когда наши сотрудники предлагают идеи для того, чтобы внедрить мы в работу окружной администрации, для того, чтобы улучшить работу. Конечно, мы его проводили в прошлом году впервые, поступило не так много предложений, 7, но все они были рассмотрены, определены победители. Конечно, победителем был признан сотрудник главстроя, который предложил решение в части строительства 18-й школы, когда была применена схема именно устройства линзы для того, чтобы здание было устойчивое. Кроме этого, мы в этом году впервые провели общегородскую конференцию кадровиков, День работников кадровой службы. И
было принято решение, что будет создан клуб кадровиков, которые будут постоянно обмениваться своими мнениями. Трудовой кодекс у нас достаточно часто меняется, появляются новые требования, и нашим кадровикам было бы хорошо именно обмениваться оперативно своими новостями, своими идеями, для того, чтобы как-то организовать слаженную работу совместную. И на портале, на сайте Высшей школы инновационного менеджмента создана вкладка кадровика, на которой размещены все презентации, которые были во время семинара, конференции, и там тоже можно будет скидывать свои идеи. Вот таким образом у меня кратко все. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы после прямого эфира, можете позвонить по номеру 408811, представиться, сказать, что смотрели отчетность должностных лиц на портале OneClick, и дополнительно внести ваши предложения или вопросы. Спасибо за внимание. Желаю всем удачи, здоровья, добра.